мои родители, когда приехали сюда, и папа, и мама, вот они сразу как бы проросли вот в эту страну, в этих людей. И папа сказал, я вообще хочу здесь жить. Потому что у меня такое ощущение, что я как будто родом отсюда. Настолько люди добрые, гостеприимные, мудрые, понимающие. И вот это отношение родителей к окружающим людям, они, конечно же, передались и мне. Я бы хотел начать вообще из семьи Петрушковых, которые очень и очень долго и верно служат таджикскому народу. Люди, которые в третьем поколении уже работают в Таджикистане, любят очень таджикский народ, очень любят таджикскую землю. Они себя давно считают таджиками. И люди, которые выросли здесь, которые общаются с нашим народом, с нашими людьми, они уже давно и привыкли к нам как представителям Востока и сами обрели вот эту восточную и мудрость, и характер, и менталитет. Папа, к сожалению, умер достаточно рано. Ему исполнилось 50 лет, и он умер. Папа никогда не рассказывал о войне, никогда, тем более о сталинских лагерях, никогда. И о том, что с ним произошло, я по большому счету узнала только вот уже в годы перестройки. Мама рассказала. Вот когда говорят «святой человек», да, это мой папа. Почему? Никогда за всю свою жизнь он ни про кого не сказал плохо. Когда-то на лекции Виктория Викторовна сказала, что показывать свое плохое настроение посторонним – это показывать свою невоспитанность, а показывать свое плохое настроение дома – это значит не любить своих ближних. Ну, время прошло, мы, будучи студентами, наверное, не так к этому прислушивались, но вот эти слова почему-то врезались в память, да. Я думаю, что помимо того, что опытный педагог, мудрый наставник, но еще и мудрый человек по жизни. Когда мама была беременна мной, у нее была киста копчика, и нужно было оперировать на спинном мозге. Оперировал наш родственник, Юрий Ларионович такой был. И уже должны были давать наркоз, но она спросила, наркоз вреден для ребенка или нет. И он сказал, естественно. И мама заставила его оперировать на живую. Операцию на спинном мозге делать на живую, я вам как хирург скажу, я, например, ни одного человека не видел, который способен эту боль перетерпеть. Он врач по образованию первоначально, и ординатуру он проходил в Петербурге. Я как приехала к нему повидаться, и вот его профессор, разговаривая со мной, говорил мне: послушайте, уговорите своего сына остаться. Пожалуйста, вы знаете, он врач от Бога. Но сколько я не уговаривала, он сказал: нет. Ну почему? Понимаешь, мама говорит, вот я должен встать, открыть глаза и увидеть горы. А потом, ты знаешь, да, я русский, но мне не хватает таджикской речи. Если в чем-то наши студенты похожи на Викторию Викторовну, это значит, что мы сделали то большое дело, которое мы призваны делать, выпускать специалистов высокого качества. А она в этом преуспела очень и очень.
И папа мой, и мама точно так же считала, что, и я также считаю, что, знаете, когда говорят национальные признаки, там, я всегда говорю, повторяю, собственно, заветы своих родителей. У меня только две нации существуют для меня. Одна нация – это хорошие люди, ну и вторая нация – не очень хорошие люди. Все, больше нет никого. Мы все абсолютно одинаковы, мы приходим в этот мир и уходим одинаково. Она еще очень добрый, отзывчивый человек. Человек, к которому мы всегда могли подойти, поделиться с чем-то наболевшим, поговорить по душам. И я вот сейчас знаю и уверена, что в любой момент я могу позвонить ей и попросить о встрече или же по телефону с ней пообщаться и получить какой-то совет, какую-то поддержку.